Хомми Вежери. Уважаемые товарищи, дорогие наши гости. Я искренне поздравляю вас и себя с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства. Декларация принята, и я при полном убеждении, что если даже у кого-то появится мысль противиться этому, то это будет потенциальный противник нашего народа. Но представители народа, делегаты съезда взяли на себя чрезвычайную ответственность. Объявить, оказывается, не так сложно, но есть в народе мудрая поговорка: кинжал без нужды не виновай, вынул, применяй. Кинжал обнажен. Теперь нам надо подумать, как обустроить суверенное государство. Это чрезвычайно ответственный и сложный процесс. И хотел бы предостеречь соотечественников, что самый опасный период возможных провокаций, лишения разума отдельных людей, доводящих до кровопролития, именно наступает сейчас. Для этого есть достаточные силы. Здесь выступающий молодой человек выразил как опасность ввода танков. Танк не опасен, он виден, под него можно лечь, с гранатами взорвать. Есть силы поопаснее всех танков, самолетов и любого оружия. Семиэтажные здания, которые стоят на следующей улице, если даже в каждом кабинете из них сидит один человек, можно себе представить, какие силы для этой республики. Ни в одной союзной республике нет такого потенциала, даже по зданию, наверное, еще и вниз, в земле пару этажей. Как бы не было тяжело признать и взять на себя такую ответственность, пока в суверенной республике не будут свои силы защиты, выраженные в безопасности республики, в Министерстве внутренних дел, выраженные в мобилизационной готовности, создание собственных формирований, суверенной республики на нынешнем этапе не быть. Это подтверждает ход событий, развернувшейся борьбы во всех регионах. И, как здесь было сказано, теперь надо действовать и помощи извне не ждать. Если мы предъявляем счет, мое личное убеждение, что надо ближе держаться России, где парламент передовой, где дееспособные силы, силы демократии и задающий генератор перестройки. Союзному ведомству предъявить все счета, о которых мы говорим, по ущербу, который понес наш малый, бедный народ на этой земле. Благополучие, которое сейчас относительно имеется в республике по сравнению с другими регионами, обеспечено, наверное, прежде всего гибкостью руководства, которому надо отдать должное, и не меньше мудрости народа. Красивая земля, один из самых благодатных уголков, всегда природа рождает красивых людей. Душой, телом, духом, волей, характером, теми природными положительными качествами.
Когда много говорят, я бы просил соотечественников не обращаться к славе прошлого. О них, об этой славе сказано лучшими людьми России из всех стран мира. Когда мы сами об этом много говорим, это значит, духовный потенциал нынешнего поколения иссяк. Считалось бы, значит, у меня есть много предложений, которые, если заинтересует оргкомитет и при полном убеждении, если до сих пор были сомнения в возможности удержать демократию, создание правового государства, то молодые люди из состава оргкомитета, которые сумели в тягчайших условиях собрать съезд народа при высшей организации относительно нашего времени, то потенциал молодежи есть, силы есть. Остальные предложения по парламенту, если их заинтересует руководство и оргкомитет, я передам письменно. Спасибо за внимание, удачи и вперед!